России с 1 апреля 2024 года стартует пилотный проект по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 килограммов. Правила его проведения утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Продлится пилотный проект до конца 2029 года. За это время будут разработаны учебные программы в области беспилотных систем, протестируют механизмы обучения и аттестации слушателей. Разработчиком учебных курсов станет Университет национальной технологической инициативы 2035, на базе которого будет идти пилот. В Ингушетии будет продолжена работа по установке QR-кодов на объектах, построенных по нацпроектам. С их помощью человек может оставить отзыв о ходе строительства или оценить качество работы объекта и сообщить о возможной проблеме. Например, если строительные работы доставляют дискомфорт горожанам или созданный и уже запущенный объект не соответствует заявленным стандартам. В Ингушетии работа по установке QR-кодов была начата в конце прошлого года, их установили на нескольких зданиях. В Грузии осенью текущего года состоится фотовыставка, приуроченная к празднованию столетия ингушской государственности. В рамках выставки будут представлены работы Зураба Плиева, Евгения Шевцова и Тимура Агирова. В Ингушетии состоялось открытие 4-го в этом году детского сада. Детский сад-ясли, открытый в Яндыре, рассчитан на 80 детей. Новое учреждение рассчитано для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Всего в 2024 году свои двери откроют еще 9 дошкольных учреждений, в которых будут воспитываться и обучаться самые юные жители нашей развивающейся республики, отметил глава региона Махмуд Али Калиматов. Около 3000 участников из 66 регионов России сдадут экзамены в досрочный период ЕГЭ, который стартует сегодня, 22 марта. Экзамены школьники будут сдавать целый месяц, до 22 апреля. Первые экзамены – география и литература. По данным Рособорнадзора, самые популярные предметы по выбору у досрочников – обществознание, биология и английский язык. Правительство России продолжает системно оказывать поддержку агропромышленным предприятиям, чтобы они могли наращивать производство и предлагать качественную, доступную и полезную продукцию гражданам. В числе мер – льготное кредитование. Во многом благодаря такой помощи аграрии получают высокий урожай. Чтобы не сбавлять набранный темп, в текущем году на субсидии сельхозпредприятиям дополнительно направят почти 20 миллиардов рублей. Они пойдут в том числе на проведение полевых работ. Специалисты филиала Россети Северно-Кавказ-Ингушэнерго в 2024 году проведут ремонт 108 трансформаторных подстанций. К зиме подготовят объекты, обеспечивающие электроэнергией бытовых и промышленных потребителей, а также социально значимые учреждения, больницы, школы, детские сады, насосные станции. Работы по повышению надежности электроснабжения потребителей выполнят во всех 4 районах республики. Напомню, Россети Северно-Кавказ в текущем году направят 235 миллионов 400 тысяч рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 62% больше, чем в прошлом году. Закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан Госдума приняла во 2-м и 3-м чтениях. Норма также позволяет не платить НДС на услуги по формированию таких накоплений. От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тысяч рублей в год. Максимальный размер вычета может составить от 52 до 60 тысяч рублей ежегодно.